Приветствую вас. Это у нас получается очередное заседание, да, с перерывами. Ну, как вы знаете, сегодня нам необходимо рассмотреть кандидатуру на должность генерального прокурора Республики Абхазия. Это у нас Агрба Нукзарович. Приветствуем вас. Вы знаете все предысторию, что у нас сейчас, получается, исполняет обязанности другой человек, у него также проходит срок, то есть нам необходимо максимально быстро в сжатые сроки избрать генерального прокурора. Ну и в соответствии с этим, в соответствии с законом о прокуратуре, президент представил нам данную кандидатуру. Батал Эдуардович, представите? Да, конечно. Значит, в соответствии с 76 статьей Конституции Республики Абхазия и закона о прокуратуре Республики Абхазия, президент вносит на рассмотрение кандидатуру Агрба Нукзаровича. Значит, Агрба Нукзарович родился 15 января 1981 года. В 1998 году окончил Сухумскую среднюю школу номер 19. В 2005 году окончил историко-юридический факультет Абхазского государственного университета по специальности юриспруденция. С 25 мая 1999 года по 17 апреля 2001 года служил в Вооруженных силах Республики Абхазия. Коллеги, потише. 7 октября 2002 года назначен на должность следователя военной прокуратуры Республики Абхазия. С 21 апреля 2011 года переведен на должность старшего следователя военной прокуратуры Республики Абхазия. С 13 мая 2015 года назначен исполняющим обязанности на должность заместителя генерального прокурора Республики Абхазия, военного прокурора Республики Абхазия. С 8 декабря 2015 года назначен на должность заместителя генерального прокурора, военного прокурора Республики Абхазия. С 12 декабря 2019 года по 12 декабря 2024 года генеральный прокурор Республики Абхазия. С 13 апреля 2023 года присвоен классный чин государственного советника юстиции 2 класса. Женат, отец 2 детей. Большое спасибо, Батал Эдуардович. Агрба Нукзарович, приветственное слово, может быть, с вашей стороны. Кого хотели высказаться о чем-то, о проделанной работе, о будущих планах. Добрый день, уважаемый спикер, Вашим Нукзарович Дауд Витальевич, уважаемые депутаты. Относительно предстоящей будущей работы, это в случае моего назначения, избрания депутатами парламента, естественно, есть определенные планы, как нам выстраивать дальнейшую работу, с учетом уже небольшого опыта, который есть у нас, тех минувших 5 лет, которые я возглавлял прокуратуру. Есть уже определенные наработки, как дальше выстраивать работу, есть определенное видение. Хочу сказать, что формат работы, наверное, скорее всего, будет меняться. Говорит, что будут какие-то глобальные реформы в прокуратуре, я так вопрос не рассматриваю, но считаю, что частично реформы какие-то в части кадровой политики, каких-то других вопросов все же должны быть проведены. Я считаю, что небольшой опыт имеется, и согласно с учетом этого опыта мы должны сделать определенные выводы для того, чтобы вот те ошибки, которые были за вот эти предыдущие 5 лет, с ними не сталкиваться и дальше двигаться уже в направлении, насколько это возможно, максимально без вот этих ошибок, которые имели место быть за минувшие 5 лет. Ну, примерно вот так, если более подробно. Понятно, спасибо. Уважаемые коллеги, если позволите, спасибо. Значит, хотел поблагодарить за то, что вы сказали. Действительно, наверное, не все в нашей совместной деятельности было безоблачно. Есть вещи, которые необходимо исправлять, работу над ошибками проводить. В общем, знаю вас как человека, знающего закон, принципиального человека с расследованием. Надеемся, все эти качества, в случае, если вам доверит парламент, будут вами применены в полном объеме, что называется. Инар Альбертович. Да, у меня вот вопрос. Да, давайте, честно говоря, коллеги, перейдем к вопросам, наверное, да, у кого есть вопросы или пожелания, или предложения какие-либо.
Инар Альбертович, слушаем. Артур Музарович, вы вот сейчас, вот, когда говорили, упомянули какие-то ошибки, которые были, да, там в работе, в предыдущий ваш срок генерального прокурора. Хотелось бы знать, какие ошибки вы вот в большей степени выделяете, как вы будете их преодолевать в случае вашего утверждения на должность. И вообще хотелось бы узнать, вот на ваш взгляд, за те 5 лет достижения, да, там вы периодически, как бы будучи генеральным прокурором, о них докладывали на коллегиях различных, да, но я бы хотел все-таки услышать, чего не удалось достичь. То есть вот два вопроса, да, из двух частей. То есть ошибки, какие вы вот считаете ключевыми, и чего не удалось достичь. Значит, если говорить об этом, то, конечно, у нас, когда я возглавил прокуратуру, мы назначали прокуроров новых, все начиналось с заместителей генерального прокурора, полностью формировали по-новому прокуратуру. Тогда был сложный период времени, мы начинали со сложного дела, тогда и политические события были в стране. Мы всячески старались организовать работу таким образом, чтобы максимально, насколько возможно, искоренить преступность. В том числе это было нацелено на расследование на расследование и раскрытие таких серьезных громких преступлений, как похищение граждан и убийство людей. И кто бы как, не знаю, не относился к нам, но, наверное, в этом вопросе нам что-то удалось сделать. Почему? Потому что я помню, когда 2020-2021 год, когда мы только начинали работать, были похищения граждан, было немного таких дел, но впоследствии уже таких преступлений в республике не совершалось. Что касается особо тяжких преступлений, от которых лихорадило нашу республику, если откровенно говорить, многие годы, это вот заказные убийства, такие сложные преступления, разбойные нападения на наших граждан. Эти преступления практически на 90%, они все были раскрыты за минувшие 5 лет. Мы практически все, за исключением нескольких убийств, мы все преступления по фактам убийства, в отношении, которые направлены на жизнь и здоровье наших граждан, мы их старались максимально раскрывать. Почему? Потому что от этого зависит законность и правопорядок нашей республики. Что не удалось сделать? Значит, не удалось нам искоренить сложную ситуацию на дорогах. Это связано с гибелью наших граждан. Тут нужен комплексный подход, это дорожно-транспортные происшествия. Прежде всего, мы тогда, вообще была такая политика, тон задавался государственный. Все надеялись на то, что эти преступления будут минимизированы, насколько возможно, ситуация на дорогах, в частности, связана с гибелью наших граждан. В 2021 году, вот если мне память не изменяет, мы смогли достигнуть такого результата, было 42 человека погибших у нас на дорогах. Мы считали, что это хороший результат для нас, хотя любая смерть это плохо, но с учетом той разницы, которую мы достигли, это был хороший результат, если сравнивать с другими годами. Впоследствии их было больше. Тут нужен комплексный подход, это и состояние на дорогах, это и отсутствие фото и видеофиксации камер на дорогах, это и отсутствие полного комплекта сотрудников ГАИ, дорожно-патрульной службы. Необходимо укомплектовать все районные и территориальные органы для того, чтобы иметь определенный положительный результат. Понятно, что полностью искоренить это невозможно, это тем более в наших условиях, в Республике Абхазия это очень сложно сделать, но мы должны к этому стремиться. Помимо этого, очень многое зависит и от Народного собрания, от парламента. Вы знаете, что у нас несовершенное законодательство. Мы много раз обращались в парламент, где-то мы находили поддержку, но сегодня на повестке есть законопроекты у вас в парламенте относительно уголовного и уголовно-процессуального законодательства. Если говорить о коррупционных делах, в части избрания меры пресечения, мы много раз обсуждали, я выступал, говорил, что домашний арест есть такая мера пресечения, которая мешает нам сегодня эффективно проводить следственные мероприятия по коррупционным делам, независимо от ущерба. 5, 10, 15, 20 миллионов и больше мы возбуждали уголовные дела, их было очень много таких, но, к сожалению, люди находятся многие на свободе. Мы не жаждем крови, но мы говорим о целесообразности и о справедливости наказания. И многие люди находятся сегодня на свободе. Поэтому вот эта мера пресечения, она неэффективна. Мы тогда много раз обсуждали, но я убежден в том, что в ближайшее время
парламент, наверное, будет рассматривать все эти вопросы, и мы в таком тесном взаимодействии, если я буду назначен прокурором, наверное, мы как-то сможем правильно выстроить такую нашу тесную взаимную работу. Понятно. Коллеги, еще вопрос? Вторая часть вопроса? А я со второй начал. Ну да, я имею в виду оставшаяся вторая часть. Какая По поводу часть? ошибок, ошибки. вот которых вы упомянули. Ну, только дороги. Там дороги сами тоже в плохом состоянии. Да, давайте. Наверняка есть ошибки. Поэтому Ну, я я скажу, Коллеги, да, предоставим возможность ответить. я если- договорю. Да, там есть вот, желающие есть. Вот, Подождите, Кан Валерьевич. Я родился генеральным прокурором. И каждый, когда возглавляет ведомство определенное, начинает такую серьезную работу, он сталкивается с определенными проблемами. У меня эти проблемы были в работе. И я вот над этими проблемами готов дальше работать. Они где-то мне мешали. Это не только касается каких-то преступлений, это и кадровая политика внутри прокуратуры. Я считаю, что вот многие те прокуроры, которые находятся на местах, на которых возложены организационно-распорядительные функции, и за вот многолетнее свое нахождение на этих местах не справились со своей работой, ну, я думаю, что, наверное, их придется менять. Понятно. Вот такая небольшая кадровая частичная реформа может произойти в прокуратуре. Понятно, коллеги, я вас, если позволите, задам вопрос. Ну, вот, Гурнук Зарович, вы, несомненно, в курсе той проблемы, которая у нас была с Генеральной прокуратурой не так давно. Это по поводу назначения заместителя Генерального прокурора. Я хотел бы узнать вашу позицию вообще к этому вопросу. В случае, если вы будете избраны Генеральным прокурором, вы рассчитываете, что вы будете назначать, или все-таки, как и по закону, это парламента прерогатива? В 2023 году, Давид Витальевич, мы направляли в Да, парламент, конечно, да. пакет закона. Закон о прокуратуре, да, прокуратуре, проект, да. проект закона о прокуратуре. Там мы тогда заложили приведение в соответствии вот этой нормы, которая противоречит Конституции. Ну, на наш взгляд, На ваш взгляд, мы да. так считали. Поэтому мы понимали, что в дальнейшем, в будущем, мы можем столкнуться с этой проблемой, именно в части назначения замов генерального прокурора. Почему? Потому что до определенного времени была практика, когда сам генеральный прокурор назначал, это до 2012 Да, 2013 года. до изменения Потом законодательства, практика да. изменилась, да. Потом практика изменилась, начали назначать через парламент. И чтобы избежать вот этих противоречий, мы тогда вот это указали. В проекте было, да, я помню. Но с учетом того, что пока этот проект не принят, да, есть определенная практика. Когда нет нормы действующей, значит нужно руководствоваться той практикой, которая сложилась в республике. А практика сложилась следующим образом. Я когда был назначен в 2019 году в декабре генеральным прокурором, я свою позицию по этому поводу выразил. Я тогда сразу направил в парламент кандидатуры Квициния и Тыркба для их утверждения и назначения на должность зама генерального прокурора. Моя позиция такая. Я понимаю, что после меня был назначен другой Тыркба, заместителем генерального прокурора, личным приказом Квициния. Дамира Геннадьевича, да. Я могу по этому поводу только сказать, что я буду пересматривать этот вопрос. Понятно. Можно Все, продолжение спасибо большое. этого же вопроса? Просто вот уточняющий на самом деле. Но те все решения, которые были там, подписаны, и все действия, которые были сделаны, назначены тогда Дамиром Квицине, вот их правовая судьба какая может быть? Дамир, причем Дамир Дамир же назначил. А имеется в виду Назначенного Дамира. Назначенного Дамира. Дамира. Это следствие. Второй зам. Вы имеете в А виду... Речь о Тыркба, все правильно понял, да, просто он так Вы имеете в сформулировал. виду Тыркба? Да. После того, как был назначены вот эти Он был решения. назначен. Я не сказал, что я готов сразу взять и отменить в ПФХ вот это решение, которое назначил Дамир, которое вынес Дамир Квициния. Я в своей речи это не употреблял. Я хочу вам сказать, что все последующие замы, а там сегодня нету Дамира Квициния, они будут представлены в парламент. А что касается назначения Тыркба, это нужно будет вот взвесить именно вот этот фактор. Почему? Потому что очень много назначений было. Очень много дел было возбуждено Русланом Тыркба, очень серьезных и резонансных. Да. По этому поводу, ну, это надо будет углубиться в этот вопрос, посмотреть. Если будет такая возможность, мы
конечно, будем отменять это решение, если мы будем для себя понимать, что все эти дела не устоятся, уголовные дела. Нет, Адгурн Назарович, я все-таки здесь принципиально хотел бы свою позицию высказать, то есть это очень важный момент. Понимаете, это была не ошибка какой-то, о которой никто не знал. Мы предупреждали о том, что к чему это приведет. И заранее предупреждали, и после, сейчас, Батал Эдуардович, и после. Поэтому для меня, как для председателя комитета, это очень важная вещь. И мне необходимо знать, что да, я понимаю, это приведет к определенным последствиям, к определенным проблемам, но мы должны вернуться в законное русло. Это приведет к серьезным проблемам. Я понимаю, Адгурн Назарович, но... Закон не был, Конституция не была нарушена. Батал Эдуардович, давайте лучше заново к этому вопросу не если, возвращаться. когда не нам это адресуем, это в рамках уже работы, и тех законопроектов в виде реформ, которые у вас находятся, мы это проработаем. Сегодня, и это однозначная позиция, что Конституция не была нарушена. Чья это позиция? Администрации президента и президента в том числе. Значит, мы с вами вступим в серьезное Нет, противоречие. Ну, сейчас я... Сегодня так. У вас проект документов находится. Послушайте, проект документов может быть принят, может быть не принят. Как Да, мы этот закон можем не принять. Что потом? надо тогда или закон. Можно я договорю? Да, вы сказали, скажу, да. Адгурн Назарович, вы сказали про нормы, да, которые не урегулированы. Но с учетом этого будем дальше разбираться с этим. И с решениями тоже, чтобы не валились резонансные дела. Не надо говорить та или иная позиция администрации президента. Будем обсуждать это в рабочем режиме. Как быть с этим. Утверждение, что это незаконные действия. У вас утверждение, что это незаконные действия. Это не у меня утверждение, это Конституционный закон говорит. Это раз. Да. Второе, я просто хочу, чтобы мы этот вопрос разрешили, мы еще проконсультируемся. Но я хочу понять, чтобы мы однозначно, я консультируюсь не для себя. Однозначно. Я тоже не для себя. Да, с моим мнением здесь однозначно все. У меня тоже с мнением однозначно все. Я говорю о том, что однозначную позицию вы не можете озвучить о законности или незаконности. У вас есть свое мнение. Я так правильно понимаю? Не совсем. Ну, по данному вопросу. Нет, а на чем Батал оно основывается? Эдуардович, На чем оно основывается? Да, если честно, сейчас есть мнение, никто Батал Эдуардович, секунду, Ган Валерьевич, есть мнение депутатов. Те же кандидатуры мы утверждали парламентом. Впоследствии их утвердили приказом внутренним. Вот и все. Так кто из них незаконно занимает должность? Тот, кто был утвержден до этого, Квициния или Тыргба? Не хотел этого говорить, да. Но, в общем-то, нужно понимать для себя. То есть должно быть единообразие в этом вопросе. Я знаю, что есть неурегулированность в законе, но мы этот вопрос будем разрешать в рабочем режиме. Там, Да, сейчас ответит потом. я что хотел сказать, может, не так поняли, или я не знаю. Я хочу сказать, что после того, как был Тыргба назначен, он подписал очень серьезные громкие дела. Да. Поэтому есть вот такие правовые риски, что эти дела могут не устояться. Меня только это беспокоит. Что касается, Нас тоже это да, беспокоит. что касается самого приказа, для меня не представляет этой сложности отменить этот приказ и все вернуть вот, в правовое русло, как это было и как практиковалось до этого в республике. Меня только этот вопрос волнует. Я почему хочу сказать, что здесь было тоже совершено преступление парламента. Да. И насколько мне известно, это уже было после меня, насколько мне известно, там тоже есть подпись заместителя уже Тыргба, Да. который уже на тот момент был назначен приказом Квициния. Поэтому мы, наверное, как-то будем это обсуждать, чтобы постараться... Адгурн Назарович, сейчас, секундочку. Я просто, для меня очень, вот по конституционному закону и вообще по конституции у вас 2 зама, так? Для меня важно 3 зама, да, ну военный прокурор вы сами его назначаете, да, по конституционному Потому закону. что там в законе прокуратуры. Да, это прописано, да, все правильно. Остальные 2 зама вы представляете. Для меня очень важно, что об этих 2 замов вы прислали к нам. Это Я будет? уже сказал, что я именно так, я уже так сделал. Все, понятно. От вас, как вы нам преподнесете человека, насколько вы нас убедите как депутата, как законодателя, как того человека, который должен своим голосованием утвердить или не утвердить генерального прокурора. Правильно?
То есть фактически сегодня дуэль должна пройти между вами и нами, или мы в согласие приходим, или не приходим. Правильно же? Да. В этом случае я дуэли хочу вам... согласия нет. Потому что от соискателя сегодня ничего не зависит. Все зависит от нас и от нас. В свете этого вопрос такой к вам. Вот по самой сути генеральный прокурор утверждается, избирается на последующие 5 лет работы в парламенте. Естественно, первым долгом, и я думаю, что и самым главным, значит, как говорится, кому он должен, перед кем он должен отчитаться по итогам работы, годовой работы и так далее. Значит, ежегодно отчет должен проводиться в парламенте, генеральный прокурор. Я был уже в 5-м созыве, сейчас в 7-м созыве. Ну, правда, хорошие такие цифры, да, 5-7, они такие интересные всегда, потому что... Шестой ты специально не попал. Да, 6-й специально не пошел, да. К чему говорю? Значит, сегодня, будучи в 7-м созыве, я уже 3-й год. Мы все вместе весь 3-й год. Я не помню ни разу, что кто-то отчитался, тем более генеральный прокурор, который не отчитался ни разу перед парламентом. То есть я это трактую как неуважение к депутатам. Кто хочет это, может принять, кто-то не хочет не принять, это их вопрос каждого. Я это не навязываю свою идею. Но факт остается фактом. Генеральный прокурор ни разу не отчитался перед парламентом. То есть он не посчитал нужным это. Дальше. За 5 лет работы вы можете не знать, но вы, как уже представитель президента, наверняка знакомились с трудовой деятельностью соискателя на эту должность. И наверняка вы можете нам сказать или убедить меня как законодателя, как депутата, который должен буду проголосовать, почему я должен голосовать за него. У вас есть такие аргументы, такие факты, кроме того, что я знаю, что иногда генеральный прокурор вместо того, чтобы заниматься своей деятельностью, он больше политику, наверное, Крен больше давал, убеждал, что то или иное соглашение будет полезно для Абхазии, хотя это не его вообще вопрос, да. Там некоторые там политические там передряги уходил, там, не знаю, насколько я помню, наша контрольная палата очень много дел вроде передавала, все без внимания. Оказывается, все эти дела настолько пустые были, значит, мы настолько недостойного, видимо, человека в контрольную палату мы избрали, что он просто пустые документы, оказывается, отдал в Генеральную прокуратуру, что даже внимание прокуратуры даже не соизволило посмотреть эти документы. Иван Валерьевич, вы хотите сказать, что работа не проводилась вообще? Рашида Заебовна, я вас уважаю, но я говорю, меня перебивайте, пожалуйста. Да, я понимаю, что вы очень беспокоитесь за судьбу Агрба, но я беспокоюсь не за судьбу Агрба, я беспокоюсь за судьбу страны. Это две разные вещи. Мы все беспокоимся за судьбу страны. Так что вы не один беспокоитесь. Что сделаем-то? Хавьях Шайбер такой. Бивчаги был Москваде, Батал и два дефа. Абри ишхазакна, абри, аусак на баси, без абри ачкундахту, и хаду гало азара, Сара, личный сахарство. Я Аркячный, я следственными действиями никогда не занимался, в правоохранительной системе сам не работал, и вы это знаете, здесь подчеркнули. И ни в коем разе дуэлью с депутатами у меня исключительно рабочие, а зачастую дружеские отношения. Что касается меня и как представителя президента, и как человека, гражданина. В первую очередь, с моей точки зрения, мы с вами должны строить гражданское общество, крепкое гражданское общество. Правовое, не гражданское, правовое. Гражданское общество это и есть правовое государство. Нет, это разные вещи.
Вы путаете. Ну, я так говорю, как бы. Гражданское общество – это одно, правовое государство – Это другое. Ну, Да, вы путаете, вообще основной два, сейчас вы путаете. Да, ты что только говоришь. Правового государства. Вот. Все, я с тобой не разговариваю. Все, закончил. Придерживается закона. Ты все сделал. Продолжай. Суть того, что Кан Валерьевич, вот как и бывший генеральный прокурор, и как соискатель этой должности, значит, у нас человек озвучивает позицию, что были очень резонансные уголовные дела. Резонансные преступления совершались в Абхазии на тот период, когда его назначили. Единовременно были похищены несколько людей, громкие заказные убийства, грабежи. Да. Вот та статистика, а статистика это бесспорный факт, показывает о его исключительно волевых качествах. Вы же понимаете, в каком маленьком обществе мы живем, и когда сложно принимать решения касаемо определенных людей. И я считаю, что здесь не без учета исполнительной власти, естественно, Генеральная прокуратура входит в систему государственного управления, и, естественно, основная позиция это раскрытие громких преступлений. С этого начиналось. Что касается отчетов, значит, действительно, нам, там, чтобы вы слышали, отчеты Генеральной прокуратуры к нам попадали. Другой вопрос, что мы слушания не проводили по этим отчетам. Наверное, часть ответственности за это на нас тоже лежит. Плюс по всем интересующим нас вопросам мы к Генеральному прокурору обращались. Другой вопрос, что мы же сказали вот в начале, что надо исправлять какие-то вещи. Я не хочу сейчас это как бы говорить. Мы этот вопрос обсуждали в том числе и с соискателем. Вопросы, связанные с экономикой и политикой, это не вопросы Генерального прокурора. Как говорится, в работе каждого человека, каждого из нас есть определенные, да, недоработки или переработки. Да. Нам тоже, депутатам, множество вопросов может быть, но мы условились о том, что мы эти вещи исправлять должны и будем. Да. К великому сожалению, у нас все генеральные прокуратуры отчасти занимались, генеральные прокуроры политикой. Да. Мы, конечно, должны от этого вопроса полностью уйти впоследствии. Ошибка има милка, ошибка с мамой отвидела, ошибка с мамой, а все им я учила. Я ошибка, я хенза, уехал проходил, инкарих проходил, на себе хожуся, ошибка има на хождата, что я хожуся, я уже зигипса, хоть я взяла, дал алоза, из-за отсюда, си проходома, нам записала. Вопрос стоит, вообще есть то, есть то. Все. Сара меня никто не убедил. Хорошо, политика, ВВЛ, Чарчибара Азма, Яхи, вы захзимы тебе, я але вай хахи, вай пе, я прохагадаш. Вай прохагахет, не прохагахет, не прохагахет. Ой, вот обвели дала хахара, эти прохагахет, дома усвоили. Дал алоза, избавил сессии прохагу. Аха, сара, бжиистуисен то, сара, я его скажет, бжиисту исен, все. Все. Сара, для себя я понял. Кан Валерьевич, ус хучук, в общем, одним словом, ус хучук. Мое дело, мамик. Коллеги, давайте дальше. У кого есть, коллеги, есть вопросы? Кан Валерьевич, я тоже хочу сказать, что мы никогда ни за кого не ручаемся. Так сложилось. Я не считаю, что в работе Адгура Нугзаровича были случаи, которые нанесли колоссальный ущерб нашей стране. Другой вопрос, что когда это по нарастающей идет, да, это нужно останавливать. В принципе, особых претензий у меня к этому человеку нет. В дальнейшем
у нас очень много вопросов, то есть если брать там отчеты контрольной палаты, там, да, там есть какие-то факты, которые, ну, они на 100% не утвердили, они, то есть, выявляют какие-то вот материалы, где есть замечания, то есть, и они отправляют там в Генеральную прокуратуру. И вот последние там, месяца мы очень со многими документами, которые ознакомились, очень много там пробелов. То есть и пробелы, они не только в Генеральной прокуратуре, здесь надо, наверное, нам будет совместно работать для того, чтобы минимизировать те, которые пропадают средства, так скажу, красиво, да? И в этом направлении я думаю, что мы будем, наверное, взаимодействовать и как-то какие-то изменения вносить для того, чтобы не было вот этих событий. Эти события, которые, отчет, если сегодня почитать контрольной палаты, вот на самом деле все кажется, что у нас все плохо. Что нет органа, который контролирует, нет органа, который будет заставлять возмещать. То есть у нас как-то вот это выглядит, я думаю, что вот в этом направлении где-то в законодательстве у вас наверняка будут какие-то предложения, да, и мы должны будем, наверное, отработать для того, чтобы вот эти вот эффективно израсходовали средства, или неэффективно, для того, что у нас понимания нету. Мы почитали, мы начинаем с юристами разговаривать, и все, у нас начинается вот эта вот правовая какая-то пропасть, и я не знаю, как выходить с этого положения. И вот я думаю, что вот в этом направлении тоже, что касается коррупционной составляющей, да, мы должны чуть-чуть вместе отработать. Вот единственное, в этом направлении если буду полезен, я буду работать. А в остальном, единственное, желаю удачи. Если наши коллеги изберут вас генеральным прокурором, пожелаю вам удачи, там работа очень серьезная и очень много дел. Пока генеральный прокурор отсутствовал, и очень много дел сегодня, которые лежат на рассмотрении. И громкие дела, и над которыми надо работать. И в любом случае уже должен быть какой-то исход. И наши граждане тоже ожидают действия не только Генеральной прокуратуры, действия всех ведомств, всех управлений и тому подобное, и от нас в том числе. То есть здесь нельзя сказать, что выделим Генеральную прокуратуру, остальное мы все хорошие, далеко это все не так. Мы должны все вместе поработать для того, чтобы устранить все эти пробелы. Вот единственное, что я хочу сказать, вот в этом направлении, я думаю, что мы будем взаимодействовать. Здесь мы много сегодня тем затронули, но тема коррупции одна из основных. Мы от выборов к выборам о ней говорим, но надо приступить к решению этого вопроса. Я уверен и убежден в том, что огромное количество средств наших уходит не туда, куда нужно. Да? Мы можем увеличить и улучшить социально-экономическое состояние наших граждан. Все мы об этом знаем, так или иначе, из отчетов контрольной палаты, из информации, которую мы получаем. Но нужно начать этим заниматься. К сожалению, коррупция есть практически во всех государственных структурах и органах власти, да? В том числе прокуратура не исключение. Да? Я хочу, чтобы мы сделали упор в этом отношении. Я как понимаю, что вновь избранного президента есть тоже такое намерение, да, такое пожелание. Я надеюсь, что наша совместная работа в этом направлении получится. Если вас изберут генеральным прокурором, все мы в этом готовы вам содействовать и способствовать. Подходы надо изменить не только вам, но и нам всем. Все правильно. Астому Баталович. Уважаемый наш Зарович, уважаемые коллеги, я не эксперт, не генеральной прокуратуры оценки 2, но я с удовольствием Артура Заровича поддержу. Я наблюдал все эти 3,5 года, как он работал. Я за себя скажу, я каждого мнения вашего уважаю, коллеги, я с удовольствием поддержу, желаю там успехов в работе Артура Заровича. Да, у нас сначала получается. Проходит это все, к сожалению, значит, на личных каких-то взаимоотношениях, это мое убеждение, связано оно с тем, что даже вот возьмем Артура Мухзаровича, да, допустим, мы сегодня говорим о коррупции, мы сегодня говорим, значит, о тех правонарушениях, там, преступных правонарушениях. К сожалению, мы ментально так здесь все связаны, что так или иначе мы по тем или иным каким-то происшествиям сами потом ходим, сами обращаемся, сами просим, потом в каких-то случаях, значит, получаем отказ и переходит это все на личные какие-то взаимоотношения. Это основной факт, на мой взгляд.
почему сегодня есть те или иные вещи, значит, да, и вопросы к Гуру Нукзаровичу, и в целом, значит, вопросы ко многим. С себя нам надо всем начать, давайте мы с этого начнем, я думаю, тогда будет больше правды, больше прозрачности, больше вообще пользы от нас, от всех вместе взятых. Это, я извиняюсь за такое, значит, свое короткое резюме, значит, да, и за свое такое выступление. Так оно и происходит. Мы же все знаем и понимаем. Поэтому я знаю то, что есть какие-то, значит, да, там, и не то, что я знаю, я из слов Гуру Нукзаровича скажу. Он сам понимает, что есть какие-то недоработки, есть какие-то недочеты. Значит, самое главное, что он их признает, что на нем большая ответственность и большая нагрузка будет. На случай, если его изберут следующие 5 лет, это он тоже понимает. И я надеюсь, что с полной ответственностью подходит ко всем этим вопросам. Я от себя хочу пожелать ему, я как человек, который буду голосовать за него, хочу пожелать ему, значит, успехов в нелегком деле, крепости духа, ну и хорошей раскрываемости, добрый путь. Больше кто-то не хочет высказать, давайте приступим к голосованию. Кто за? Кто против? Кто воздержался?